Лейла Гагиева приняла все за розыгрыш знакомых, когда у порога дома незваные гости потребовали погасить кредит. А как еще могла отреагировать безработная женщина? Позже оказалось, что мошенники не только умудрились взять на ее имя кругленькую сумму, но и трудоустроили домохозяйку. Правда, только на бумаге. Были фальшивые справки о том, что я являюсь работником Министерства образования, главным экономистом. Видите, как раз повысили. Я совсем другое образование медицинское. Не бедная по банковским документам женщина попала в целый список пострадавших. Руководитель отделения Россельхозбанка Тамерлан Чумаков сообщил, что в правоохранительные органы направлены более 200 заявлений по кредитным материалам физических лиц на сумму ущерба более 60 миллионов рублей. По его словам, на 80% заменены сотрудники, непосредственно участвующие в рассмотрении кредитных проектов. Небольшая часть людей пошли на опасную сделку. Многие же просто не проявили внимания и поставили нежелательную подпись. Вина, опять же, тут выступающее следственное управление всю вину как бы на людей возложило. Ну, понятно, но их обманывали, поэтому всех мошенников надо устанавливать и сажать в тюрьму. И уже с них взыскивать весь ущерб, который был причинен. В том числе и обман клиентам банка и самому банку. Глава региона Юнусбек Евкуров считает одним из наиболее популярных способов мошенничества выдача кредитов подставным лицам. Руководитель субъекта не исключил, что за каждым случаем мошенничества стоит работник банка. Ни в коем мере это не может быть сделано, если за этим делом не стоит банковский работник. Никто это не сделает. Возмущение руководителя республики вызвал факт недобросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям работников службы безопасности. Он считает, что использование поддельных документов, сговор сотрудников банка с преступниками – далеко не полный список ухищрений, которые обозначены в уголовных делах. Я крайне возмущен в том, что работники банка, которые позволяют на своих площадках вот этими безвозвратными кредитами заниматься. Возмущен, что сами руководители банков за этим не следят, служба безопасности не следит. Юнусбек Евкуров поручил Совбезу взять на личный контроль ход расследования дел и ежемесячно докладывать о результатах. Он также дал указание создать рабочую группу из числа пострадавших в результате мошенничества. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Цичоев. Новости 24.